Ассаламу алейкум, махве. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые подписчики. На этой фотографии вместе со мной Саид Ибрагим Сулейманов, представитель главы Чеченской Республики в Курской области. Во время одного из своих недавних прямых эфиров я в том числе обещал рассказать про недавний случай, связанный с Саидом Ибрагимом. Этот случай, в принципе, является рядовым в работе представителей главы Чеченской Республики в регионах России. Итак, к нам по горячей линии на канал Даймок Онлайн обратился один чеченец, дальнобойщик, который вместе со своими товарищами вез груз в один из российских регионов. И получилось так, что когда они находились в Курской области, они отдыхали, машина стояла на обочине дороги с соблюдением всех правил, как это и положено. Но получилось так, что легковой автомобиль, который направлялся по трассе, то ли водитель заснул за рулем, но получилось так, что легковой автомобиль съехал с дороги на обочину и ударил в стоящий на обочине грузовой автомобиль. Со смертельным исходом человек погиб. В результате этого дорожно-транспортного происшествия в том числе был задержан грузовой автомобиль наших земляков. И после того, как было установлено, что они никаких правил не нарушали, что все было сделано с соблюдением всех правил дорожного движения, что предъявить к ним в принципе ничего невозможно, был задержан этот грузовой автомобиль до окончания следствия. На тот момент, когда они к нам обратились, уже 2 месяца грузовой автомобиль находился где-то там на штрафстоянке. Наши 3 земляков находились там же в Курской области, кое-как перебивались. Мы понимаем, что водители, которые занимаются грузовыми перевозками, то автомашина – это их хлеб. Когда останавливается машина, то им практически нечем кормить свои семьи. Это для них очень большая и проблема, я бы сказал, катастрофа. В результате, когда они обратились к нам, уже прошло 2 месяца с момента задержания. Мы, соответственно, передали эту информацию в Департамент внешних связей, далее передали ее представителю главы республики в Курской области. Спустя буквально чуть больше недели человек, который к нам обращался, позвонил снова и сообщил о том, что Саид Ибрагим и его товарищи очень серьезно занялись их вопросом, наняли хороших адвокатов. В течение недели грузовой автомобиль был возвращен хозяевам, и они направились домой. Вот за эту неделю они жили у Саида Ибрагима. Он им предоставил жилье, и вдобавок ко всему они сказали, что когда уезжали, они-то еще в сентябре приехали, когда было еще тепло, а тут уже было холодно. Он и теплую одежду им купил, и, в общем, оказал всю необходимую помощь. Это, конечно, приятно слышать. Мы благодарим Саида Ибрагима, присоединяемся к благодарности наших земляков, которые оказались в этой ситуации. По их просьбе эту благодарность передаем. Саид Ибрагим дал это бойл, дал шеду дойл. Арианс ишт аша лил шполнаха вена хоушия хауса хоушина осталда дал имана двинал лойл масерна. Дерес хош.